ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزابر عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. الله أكبر الله أكبر. يا إله الكون قد أسلمت لك. يا إله الكون قد أسلمت لك. يا إله الكون قد أسلمت لك. رب فاغفر زلتي ما أحكمك. Я бы хотел, чтобы наш брат Муаз, по воле Аллаха, прочитал некоторые аяты из Корана, которые мы будем использовать в основе сегодняшнего нашего обсуждения. И мы изначально будем читать эти аяты с перерывами. Это значит, что в определенные моменты в течение нашей лекции, чтобы вы отдыхали. И я бы хотел, чтобы наш брат прочитал эти аяты, маша Аллах, преимущественно из суры, которая называется «Добыча». Это 8-я сура Корана, и из суры «Комнаты», из 49-й суры Корана. Так, дорогой брат Муаз, если ты можешь, то прочти эти аяты. Как только ты прочитаешь эти несколько аятов, я, иншаллах, прочитаю перевод. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Аллах Свят Он и Велик упомянул в Коране, что верующие — это только те, которые, когда Аллах говорит, что они чувствуют страх и боль в своих сердцах, и когда Его аяты читают им, это увеличивает их веру, и они вверяют себя своему Господу. Они выстаивают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. Это те, кто являются настоящими верующими. Для них великое уважение от их Господа, прощение и обильная награда. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Он говорит нам в той же суре, в суре Аль-Анфаль: «О вы те, которые уверовали, отвечайте Аллаху, свят Он и велик», что означает подчинением Аллаху и Его посланнику, да благословит Его Аллах и приветствует, когда они призывают вас к тому, кто дал вам жизнь. И знайте, что Аллах проходит между человеком и его сердцем. Именно к Аллаху все вы будете собраны. И бойтесь фитны, что значит страдание от искушения, которое постигает, в частности, только тех из вас, кто поступает неправильно. И знайте, что Аллах суров в своем наказании. И помните, что когда вас было мало, и вы были слабы, и вы боялись, что люди могут захватить вас, но Аллах предоставил вам безопасное место и усилил вас своей помощью, даровал вам благо, быть может, вы будете благодарны. О вы те, которые уверовали, не изменяйте Аллаху и Его посланнику, да благословит Его Аллах и приветствует, и не нарушайте аманат. Аманат — это вещь, доверенная вам. Не нарушайте все обязанности, которые Аллах предписал вам. И знайте, что ваше имущество, ваши дети, фитна, источник искушения. И Аллах силен в своем наказании. О вы те, которые уверовали, если вы подчинитесь Аллаху и будете бояться Аллаха, свят Он и велик, Он дарует вам фуркан, то, что является мерилом для определения хорошего и плохого. И Он также даст вам махрадж, что значит путь, по которому вы сможете выбраться из любой трудности. И Он искупит ваши грехи и простит вас. Аллах — обладатель великой щедрости. Дорогие братья и сестры, проблема разделения мусульман — это главная проблема. Один из главных вызовов. Это один из главных вызовов и, возможно, один из самых серьезных. Это вопрос различий. И само по себе это очень острое явление, что значит, среди всех вызовов, брошенных мусульманам по всему миру сегодня, самая большая проблема у нас — это проблема разделения. И все это потому, что разделение — это вызов нашей внутренней добродетели и чистоты. Это источник внутренней слабости и отделения. Эта слабость и отдельность очевидна во всем мусульманском мире. Среди наших правителей, в наших обществах, среди наших ученых, даже среди простых людей, таких как мы. Эти разделения по этническому признаку, политическим взглядам, на уровне идеологии и личностном уровне. И, к сожалению, эти различия настолько глубоки и так злокачественны, мы на сегодняшний день не способны соблюдать основные обязательства единства мусульман. Это каждый раз, когда бы мы ни говорили о единстве мусульман,
Когда бы мы ни молились за это, когда бы мы об этом ни говорили, это не выходит за пределов этого разговора. И объединение не может произойти из-за этой вредной склонности к различиям. Как результат всего этого мы разбросаны, мы раздроблены. Неверующие, они раскололи нас по всему миру. И мы ничего не можем с этим поделать, потому что главное это внутри нас. Это наши сердца, наши умы, наши средства разделены. На нашей сегодняшней ночной встрече я хотел бы затронуть некоторые из этих разделений и их проявления. И в конце я хотел бы предложить на основе Корана и на основе сунны пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, решение этого вопроса. Потому что, что это означает? Если мы видим проблему, но мы не можем определить точно и проделать определенные шаги по направлению к решению. Мы с надеждой выработаем некоторые шаги, которые мы можем предпринять для решения этих проблем. Я хотел бы сказать, что мои заявления не имеют целью раскритиковать или осудить какую-либо группу или конкретного человека, так как я часть уммы, как индивид, и у меня есть свои обязанности. У меня также есть ошибки, у меня есть недостатки, и некоторые проблемы также — это мои проблемы. Я намереваюсь не презирать, не перегибать искренние усилия, совет и вклад ученых и студентов, требующих знания. Я заостряю внимание на состоянии уммы. В общем, так как если бы умма была целым телом, как об этом сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, что исламская умма подобна телу. У нее есть голова, у нее есть части, она обладает сердцем, у него есть органы, и жизненно важные органы. Так что если наступает боль в каком-либо участке тела, в каком бы участке тела ни была боль, тело ответит на эту болезнь и боль до тех пор, пока излечение не придет к нему. В общем, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что мусульманская умма подобна телу, она подобна зданию. Все кирпичи его склеены друг с другом, вот так. Если они не склеены таким образом, эти кирпичи начинают отделяться. Они раскалываются на куски, и, возможно, они будут разбросаны по строительной площадке. И никто из вас здесь не скажет, что если мы пойдем на какую-нибудь строительную площадку, и мы увидим, что одни кирпичи уложены здесь, другие кирпичи уложены там, и хотя мы знаем, что это строительная площадка, и мы видим форму этого здания, никто не скажет, что это является зданием. Нет. Они скажут, что оно находится на стадии строительства. Или если оно снесено, они скажут, что оно разрушено. Положение мусульман в мире похоже на такого рода картину. Строительная площадка. С единственной разницей, что это глобальная строительная площадка. И кирпичи разбросаны повсюду. Сердца, умы, средства, материалы, мусульмане расщеплены и разбросаны по всему миру. И никто не может увидеть. Мы говорим о Коране, мы говорим о Сунне. Мы приводим все хадисы, доказательства и аргументы. Мы говорим об исламе. Но никто не может увидеть здание. Никто не может занять это здание, потому что кирпичи и материалы, все, что нужно для внутренних работ, разбросано по всему миру. Сегодня я обращаю внимание на наше общее состояние, так как если бы умма была телом, я затрагиваю общее состояние уммы в форме совета. Это не бесспорное утверждение. И я не скажу вам, что мое видение, мое предположение — это решение проблемы, которое я собираюсь предложить вам, этот совет. В первую очередь я советую это самому себе. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, религия — это наставление. Наставление и согласие. И сподвижники спросили, да будет доволен ими всеми Аллах, наставление и согласие по отношению к кому? Он ответил, по отношению к Аллаху и к Его книге, и к Его посланнику, и к лидерам и имамам мусульман.
и в общем к мусульманам. Таким образом, я постараюсь настолько хорошо, насколько смогу, рассмотреть эту проблему. В первую очередь разобрать ее, затем установить причину, затем поговорить о лечении. И в первую очередь я хотел бы также привести некоторые хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, чтобы мы могли рассматривать явления в контексте. Мы услышали некоторые аяты Всевышнего Аллаха из суры Аль-Анфаль, и мы поговорим об этом позже. Давайте послушаем, что сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Так мы поймем контекст. Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: верующий по отношению к другому верующему подобен зданию, где одна часть поддерживает другую. Ну'ман ибн Башир, да будет доволен им Аллах, сказал: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: взаимная любовь верующих, милость, симпатия подобна телу. Когда одна часть его жалуется, все тело реагирует бессонницей или лихорадкой. Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: мусульманин, брат мусульманину. Он не должен поступать плохо с ним, не должен выдавать его врагу, не должен оставлять его без поддержки. Аллах будет заботиться о каждом, кто заботится о своем брате. В судный день Аллах рассеивает тревогу каждого, кто устранял тревогу другого мусульманина. В день воскресения Аллах защитит и укроет. Аллах предоставит защиту и укрытие каждому, кто предоставлял защиту и укрытие мусульманину. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не завидуйте друг другу, не обманывайте друг друга, не завышайте цену друг другу, не сватайтесь к девушке, которую уже засватал ваш брат, и даже не старайтесь купить или выиграть от того, от чего имеет желание выиграть или купить ваш брат. Не отворачивайтесь друг от друга, не перебивайте сделки друг другу. Это означает, не устанавливайте бойкот друг другу. Он сказал: и никто не должен продавать, перебивая продажу другого. Будьте рабами Аллаха. Что значит будьте братьями? Мусульманин – брат мусульманину. Он не должен поступать плохо по отношению к нему. Он не должен оставлять его без поддержки. Он не должен презирать его. Он не должен разочаровывать его. Бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха. Он сказал: богобоязненность, она здесь, в сердце. И он указал на свою грудь 3 раза. Достаточно зла человеку иметь гилля, иметь ненависть и презрение к его брату-мусульманину. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: все, что касается мусульманина, неприкосновенно для другого мусульманина. Его кровь, его имущество, его честь. Его кровь означает он сам и его семья. Его имущество означает его ресурсы, его деньги, так же, как и честь. То значит его честь и репутация. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: остерегайтесь предположений. Предположение – самая лживая речь. Не шпионьте и не выведывайте. Не соперничайте и не завидуйте друг другу. Не испытывайте ненависти друг к другу. Не проявляйте вражды по отношению друг к другу. Не отворачивайтесь друг от друга. Будьте рабами Аллаха и братьями. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: подтверждено Джабиром, да будет доволен им Аллах: мусульманин – это тот, от чьего языка и рук мусульмане находятся в безопасности. Дорогие братья и сестры, на этой встрече мы не способны, может быть, даже полностью объять эту тему. Скорее всего, нам удастся разъяснить всего лишь суть в рамках отведенного нам времени. Поэтому я попросил бы вас быть внимательными и терпеливыми. Существуют различные проявления разрозненности мусульман. И совершаются действия и манеры, способствующие этому разделению. Первое, и, возможно, одно из самых глубоких и вредных, это проблема асабия и каумия. Асабия – это значит национализм, а каумия – фанатичная приверженность своему народу. Мусульмане машут своими флагами, мусульмане гордятся своими корнями.
Мусульмане всегда говорят, вставляя имена, вставляя страны, вставляя некоторую этническую составляющую впереди ислама, говоря, я американский мусульманин, я пакистанский мусульманин, я австралийский мусульманин, я мусульманин из Ирака или из Саудовской Аравии, я ливанский мусульманин, нигерийский. Нет, мы не должны никогда и ни в коем случае, ни в коем случае вставлять что-либо впереди ислама. Вы можете сказать, я мусульманин из Нигерии, я мусульманин из Америки, я мусульманин из Ливана. Почему? Потому что откуда вы? Не имеет никакого значения. Значение имеет то, что вы мусульманин. Каумия – это фанатичная приверженность своему племени. Мусульмане, даже из одной страны, мусульмане, которые живут на севере, нации, проживающие на востоке, и нации, проживающие на западе, племена, нации и народности, которые едят одну и ту же пищу, нации, имеющие практически одну и ту же культуру, нации враждуют друг с другом. Исторически. Они продолжают конфликтовать, даже когда они переезжают в другое место. Итак, это называется асабия и каумия. Это то, что мусульмане совершают непреднамеренно, по привычке. Даже когда они входят в мечеть, вы увидите, что мусульмане ищут того, кто такой же, как и они. Мусульмане ищут, с кем сесть, кто говорит так же, как и они. Мусульмане приглашают к себе домой только тех, кто с их мест. Мусульмане, судя по всему, хотят проявлять лояльность, оказывать поддержку, хотят жить вместе с теми, кто кушает их еду и одевается так же, как они, и разговаривать на их диалекте. Это признаки невежества. Это признаки поражения. Это признаки слабости. Признаки болезни. Это признаки джахилии. Но нам сказали, нам было сказано нашими завоевателями, нам сказали те люди, кто спонсировали нас, нам сказали те люди, кто вошел в наши сердца, наши дома, наши земли. Нам сказали эти люди, что это для нас хорошо. Таким образом, мы сможем идентифицироваться, таким образом мы сможем отличаться, и мы поверили этому, потому что они кое-что нам дали за это. О мусульмане! Это невежество, асабия и каумия. Это невежество и яд, который отравляет, являясь одним из главных компонентов разделения и вреда мусульманам сегодня. Если мы не остановим это, если мы не будем говорить об этом, то мы окажем содействие в своей погибели, и мы усилим разрушение и застой ислама. Этот метод заговорщиков, врагов ислама, они используют его, чтобы разделить нас. Они используют его, чтобы сделать нас разрозненными. Они используют его, чтобы подорвать страны. Они используют его, чтобы подорвать наше общество. Они используют его, чтобы подорвать личности среди мусульман. Кафиры дали нам отдельные имена. Куффары дали нам отдельные флаги. Они предоставили нам отдельные страны с независимыми конституциями и правительствами. И вот так мы видим друг друга. Было время, когда не было значения, где живет мусульманин. Они знали, что есть один халиф. Они знали, что существует одна власть. Они знали, что существует одна община. И не было нужды ни в каком флаге. Флаг мусульман — это «Ля иляха илля Мухаммаду Расулуллах». У него нет специальных эмблем. У него нет особых букв. Он не для каких-нибудь отдельных людей. Это одна мировая умма. Это умма, выбранная Аллахом. Это умма Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это умма Ибрахима, мир ему. Это умма всех пророков. Это умма Таухида. И любая другая характеристика ее, помимо этого, она ниже ее. Она под ней. Она подчинена ей. Это кафиры. Пришли и подорвали халифат. И использовали мусульман для разрушения халифата. И они взяли обещание у тех мусульман никогда не создавать халифат снова.
И именно те, кто машут флагами, пообещали им это. Именно эти же люди сформировали свою собственную конституцию. Именно эти люди сказали мне и вам, что мы с вами теперь отдельные страны. Именно они входят в ООН. И они взяли законодательство ислама, Коран и Сунну, и поместили их под свод законов Организации Объединенных Наций. Это те же самые люди. Эти люди порвали преданность с исламом. И нет сомнения, что эти люди нарушили обет преданности исламу. Нам не нужно говорить, кем они являются. Они нарушили обет преданности исламу, и мы следуем за ними, как шнурки, которые продеваются в дырочку один за другим. Мы, мусульмане, видим себя как часть мирового сообщества Организации Объединенных Наций. Поэтому, когда с нами что-нибудь происходит, когда враги ислама нападают на нас, убивают, входят в наши дома, выкачивают наши ресурсы, наступают на Коран, не уважают нас, заходят в наши мечети, уничтожают нас, кого мы просим о помощи? Халифата ведь нет. Нет халифа. Нет единой власти. Кого мы должны просить о помощи? Мы идем в ООН, к тем людям, которые борются против нас. Потому что асабия и каумия, они знают, что это является инструментом в борьбе против мусульман. О мусульмане. Второе, о чем бы я хотел сказать, которое не так очевидно, как первое, это таифия и нафсия. Таифия и нафсия. Что это значит? Таифия — это группирование, идеологические группировки. Итак, все мусульмане, если они говорят «я мусульманин», следующее слово, которое они произносят, то есть уже недостаточно, что я просто американский мусульманин. Недостаточно просто, что я мусульманин из Ирака, нигерийский мусульманин. Нет. Теперь я должен быть суфием. Или я должен быть саляфитом. Или мне нужно быть суннитом. Или называться шиитом. Или мне нужно быть ваххабитом. Или я должен быть алявитом. Или мне нужно быть или тем, или тем. Нам уже недостаточно, что мы мусульмане на таухиде Аллаха, свят Он и велик, и мусульмане на монотеизме Ибрахима, мир ему, и мы мусульмане по Корану и Сунне. Нет. Нам нужно себя выделить еще среди других мусульман, и мы начинаем называть себя определенными именами. Даже когда эти названия иногда обоснованы. Да, мусульмане, в некоторых случаях имена обоснованы. Потому что когда люди, отклонившиеся, невежды, называют себя так-то и так-то, иногда нам нужно отделить себя и сказать «нет». Потому что вы знаете, сегодня мужчине недостаточно сказать, что я просто мужчина, или что я женатый мужчина, или женщине недостаточно сказать, что она замужняя женщина. Нам становится яснее, если мы говорим «я мужчина» в полном смысле этого слова. То есть я люблю женщин. Понимаете? Нам уже становится понятно, что я мужчина в полном смысле этого слова. Я люблю женщин и не имею нездорового интереса к мужчинам. И мы для себя уже уяснили, потому что мы живем сегодня в непонятном обществе. Поэтому иногда мусульманам нужно показывать себя ясно, и я это понимаю. Но для этого нам не нужно носить какие-то определенные головные уборы. Не нужно что-то носить на груди. Не нужно как-то называть мечеть. Нам не нужно говорить другим мусульманам, называйте себя так, и вы будете с нами. Как сказал Джордж Буш, если вы не с нами, значит вы против нас. И мусульмане приняли эту идеологию, что если мы не называем себя так же, как и они называют себя, значит мы должны быть против них. Мы, так сказать, мусульмане из другого лагеря. Это неправильно. Мы судим по словам мусульман. Мы судим по действиям мусульманина. И даже если нас посещают сомнения, мы соблюдаем хуснул зан. Хуснул зан — это значит, мы думаем хорошее о том, что произошло. И мы применяем по отношению к мусульманину отстранение от сомнений. Мы говорим, он хороший мусульманин, маша Аллах, она хорошая сестра, до тех пор, пока они явно не покажут что-нибудь противоречащее. Потом мы говорим, есть слабость в их поступках, есть отклонение в их вероубеждении. О мусульмане. Позвольте мне вам кое-что сказать. То, что вам необходимо знать. Был обнародован доклад.
Этот доклад был составлен в Америке. Это то, что используют сегодня большинство властей как критерий и шкала, по которой они судят мусульман. Они оценивают мусульман, обследуют их. Позвольте мне прочитать о том, что они говорят о нас. Эти так называемые эксперты, не мусульмане, разбили нас на идеологические группы по следующим критериям. Они сказали, что мусульмане во всем мире в основном делятся на 4 разных вида. Они говорят о разделении на группы. О том, что сегодня существуют фундаменталисты, традиционалисты, модернисты и существуют секуляристы. Давайте я дам определение этих терминов. Фундаменталисты — это означает люди, которые говорят, что нам нужно вернуться к Корану и Сунне. Нам нужно возродить Коран и Сунну. Нам нужно следовать за 3 первыми поколениями ислама. Нет, мы не хотим нововведений. Нам не нужно крайностей. Мы хотим ислам, Коран и Сунну. И чтобы все наши действия соответствовали им. Таких людей они называют фундаменталисты. Тех, кто так говорит. Хотя в исламе и нет такого понятия фундаментализм. Затем идут традиционалисты. Это люди, которые также говорят, что они следуют Корану и Сунне, но придерживаются некоторых исконных традиций. Они, например, говорят, мы ваххабиты. Или они говорят, мы ханафиты. Или они говорят, мы шииты. Они говорят, мы хамбалиты. Или они говорят, мы шафииты. Мы малякиты. Хотя те 4 человека. Я имею в виду имама Ахмада, имама Аш-Шафии, да помилует его Аллах, имама Абу Ханифу, имама Малика. Хотя они наши отцы. Они ученые. Они муджтахиды ислама. И величайшие люди, которые донесли до нас доказательства из тех поколений. Несомненно. Но слепо следовать за ними — это традиция. Это та категория, о которой говорится люди, следующие за ними слепо, и они объединяются только с теми, кто следует слепо друг за другом. И их называют традиционалистами. Затем идут модернисты. Модернисты — это те, кто дает новую интерпретацию Корана. Они дают новое толкование сунны и дают новую трактовку ислама. Фактически это люди, которые желают объединить все религии вместе для достижения, как они это называют, мирового сосуществования. Эти люди, именующие себя Вахдатуль Адьян, они хотят соединить все религии вместе. Индуизм, буддизм, христианство, и то, и это, и так далее. Они хотят сделать одну большую религию. Вы просто послушайте, как это звучит. Индуизм, буддизм, иудаизм, брахмизм, шиизм, изм, его изм, ее изм. Они хотят собрать все религии вместе, с уважением, и каждый будет ходить друг с другом по дорожке. Видите? Мы победили. Вот чего мы хотели. Это называется Вахдатуль Адьян. Сделать одну религию. Красиво звучит даже. Одна мировая религия. Даже не знаю, кто там главным будет. Может быть, Папа Римский? У них ведь больше всего денег. Или мэр Иерусалима. Или, может быть, Жак Ширак. Или, может быть, мистер Говард. Или мистер Буш. Или, может быть, кто угодно. Мы даже не знаем. Кто же может быть главой этой новой религии? Но люди, призывающие к этому среди мусульман, это заблудшие люди. Они присоединились к врагам ислама. Неважно, насколько они интеллектуальны, неважно, насколько они искренни, неважно, насколько они образованы, они примкнули к лагерю врагов Аллаха. Свят Он и велик. И поступая так, они как бы заявляют, что Аллах не дал нам истины. И это религия Корана и Сунны. Это религия Аль-Валя валь-Бара. Дружба и непричастность. Дружба по отношению к мусульманам и непричастность к кафирам. Что этого нет в исламе. Мы просто идем по дороге. Мы счастливы с теми, кто счастлив с нами. О мусульмане! Они также вывели по отношению к нам формулу. Они не просто классифицировали нас, они сформировали подход для того, чтобы взаимодействовать с каждой категорией
и посеять вражду между некоторыми из них. Они определили, что величайшее господство западной цивилизации и поддерживающееся доминирование западной культуры заключается в том, чтобы быть уверенными в том, что мусульмане никогда не возродят глобальное отличие, что никогда и никогда у них не будет возможности восстановить халифат. Давайте я еще раз повторю это. Они посчитали, что величайшая победа западной цивилизации и господство западной культуры будет только тогда, когда станет ясно, что не будет их, мусульман, саморазвития, глобальной идентичности. И второе обстоятельство, что они никогда не будут иметь возможность восстановить халифат. Это их протоколы. Это вам следует понять. Об этом нужно беспокоиться. Данная разделенность скрыта. Это означает, что большинство мусульман ничего об этом даже не подозревают. И, следовательно, нам намного труднее распознать ее, чем устранить. Не мусульмане, считающие себя авторитетами и экспертами по исламу, обнаружили следующее. Послушайте, пожалуйста, это. Мусульмане в мире делятся на основные социальные и политические группы. Арабы, азиаты, африканцы, Дальний Восток, Ближний Восток, европейцы, американские и австралийские. Хотя их меньшинство. Российские и славянские. Хотя их также незначительное количество. И южноамериканцы. Так они говорят. Посмотрите, как они поделили нас. Наша цель — поляризовать эти основные группы. Это значит сдерживать эти этнические группы от объединения вместе и воспользоваться их культурными различиями. Таким образом, мы сможем максимизировать наши глобальные планы, и мы сможем свести к минимуму любую серьезную угрозу от них. Субханаллах! Посмотрите, как они ясно излагают. Посмотрите, какие они открытые и какие они точные. Явление личных и идеологических разногласий возникло с первого века, со времени первого поколения мусульман. Мусульмане попали в тауфия, и среди них начало распространяться навсия. Аллах упомянул в суре, которая называется Худжрат, некоторые предостережения по поводу таифии и навсии. И я бы попросил нашего брата Муаза, пожалуйста, прочитай нам с 6 по 15 аяты сура Худжрат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Аллах Свят Он и Велик упомянул нам в суре под названием Худжрат, 6 суры, 6 аята Он говорит: «О вы те, которые уверовали, если нечестивец, лжец, злой человек приходит к вам с какой-либо новостью, проверьте ее, чтобы вы не повредили людям по невежеству и сожалели после этого о том, что вы сделали. И знайте, что среди вас посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если бы он повиновался вам
В большинстве того, что вы говорите ему, мнением, желаниям и новостям, которые вы ему приносите, в большинстве дел вы бы непременно попали в беду. Но Аллах внушил вам любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах, и внушил вам ненависть к неверию, нечестию, неповиновению. Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это те, кто на правильном пути. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Он говорит, это милость Аллаха и благо от Него, и Аллах всезнающий и мудрый. И если две группы из верующих сражаются друг с другом или впадают в спор, то примирите их. И если одна группа покушается на другую и попирает ее права, то вы все вместе сражаетесь с этой группой, которая покушается и нарушает права, до тех пор, пока они не подчинятся требованию Аллаха. Если они подчинятся, то примирите по справедливости и будьте беспристрастны. Поистине Аллах любит беспристрастных. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. А затем он, свят он и велик, говорит, верующие никто иные, как братья. Поэтому примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Быть может, вы будете помилованы. О вы те, которые уверовали, пусть ни одна группа не смеется над другой группой и не презирает другую группу. Быть может, те лучше, чем они. И пусть ни одна женщина не смеется над другой женщиной и не презирает другую женщину. Быть может, та лучше, чем она. Не поносите друг друга. Не оскорбляйте друг друга кличками. Как скверно оскорблять брата после того, как он уверовал. Что значит обзывать его плохими именами? Как мы, мусульмане, здесь называем друг друга разными именами, идеологическими названиями, чтобы выявить их, чтобы показать их хуже, чем мы. Поэтому Аллах говорит, и кто бы не сделал этого, и не раскаялся за это, то поистине они беззаконники. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Он, Свят Велик, говорит: «О вы те, которые уверовали, избегайте многих подозрений. Поистине многие подозрения являются грехом. И не шпионьте друг за другом, и не клеветайте друг за другом. Желает ли кто-нибудь из вас есть мясо мертвого брата, тогда как вам стало это ненавистно? Поэтому ненавидьте злословие и бойтесь Аллаха. Поистине Аллах тот, кто прощает и принимает раскаяние. Он самый милосердный. О люди, мы создали вас, мужчин и женщин, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Поистине самый почитаемый среди вас у Аллаха — это тот, кто обладает богобоязненностью, то есть тот, кто больше всех боится и помнит Аллаха. Поистине Аллах всезнающий, мудрый». قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Бедуины, они сказали: «Мы уверовали». Но Аллах говорит: «Скажи, вы не уверовали, однако говорите: мы подчинились, так как вера еще не вошла в ваши сердца. Но если вы повинуетесь Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, Он не уменьшит ничего из вашей веры. Поистину Аллах всепрощающий, милосердный». Только те, которые уверовали, то уверовали в Аллаха и Его посланника, и после этого они никогда не сомневались, но они сражались своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. Именно они и являются правдивыми. Дорогие братья и сестры в исламе, мы прочитали из этой суры Худжурат эти 9 аятов, потому что много ученых, факихов, муфассиров сказали о том, что если есть какая-нибудь сура, которая показывает нам и обусловливает для нас кодекс этики и правила поведения, правила порицания между мусульманами, нашу общественную этику, то эта сура называется Худжурат. И если вы внимательно послушаете эту суру, Аллах обратил внимание на все подводные камни между нами. Мне нужно просматривать каждый из них отдельно. И я предлагаю вам, каждый из нас должен внимательно прочитать суру Худжурат и посмотреть, как она отражается на мне или на вас. Нам также нужно прочесть суру Аль-Анфаль, потому что сура Аль-Анфаль была ниспослана во время, когда мусульмане были на стадии развития, когда мусульмане находились на войне, когда мусульмане нуждались в дисциплине, когда они нуждались в порядке, когда мусульмане нуждались в силе, и мусульманам нужно было руководство, когда мусульмане нуждались в вере, когда мусульмане нуждались в единстве. Больше всего Аллах ниспослал суру Аль-Анфаль в то время. Следовательно, это должно быть хорошим лекарством и для нас в наше время. О мусульмане! Аллах упомянул нам здесь. Он сказал: у нас, среди мусульман, имеются проблемы, такие как называние друг друга разными именами. И мы выбираем имена. Мы берем имена из мазхабов. Мы подбираем имена, основанные на том, чем мы занимаемся. Мы говорим: я ханафит, или я шафиит, я хамбалит, или я маликит. Хотя они великие люди,
достойные люди, наши отцы, отцы фикха и знания. Они не были сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Да будет доволен ими Аллах. Они не табиины. Они не табиины. Поэтому, если нам нужно полностью следовать за кем-либо после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы будем следовать за Абу Бакром ас-Сиддиком, за Умар ибн Хаттабом, мы будем следовать за Усманом ибн Аффаном, мы будем следовать за Али ибн Аби Талибом. Но мы не будем называть себя умаритами, абубакритами, усманитами. И, к сожалению, некоторые люди называют себя алевитами. К сожалению. Но сподвижники, они не называли себя. Да будет доволен ими Аллах. Они никогда, ни разу и никогда не выбирали кого-либо из себя, чтобы полностью следовать за ним. Они отличались друг от друга. Они уважали друг друга. Но они никогда не выбирали кого-либо из своей среды и говорили, мы будем полностью следовать за тем-то или за тем-то, потому что это был их метод. То, что мы принимаем и отвергаем у любого, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы принимаем и отвергаем у любого, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Мусульманам не нужно, если мы следуем за пониманием какого-нибудь человека, за знаниями какого-нибудь человека, мы следуем этому с достоинством и уважением. Но если кто-то не согласен с этим, то нет проблем. Поэтому, если ты в чем-то со мной не согласен, мы позволяем соглашаться на основе уважения и достоинства. Некоторые мусульмане смотрят на хорошие дела, которые совершаются ими, и они верят, что их джамаат самый лучший. И так они говорят другим людям, называйте себя этим именем. И они используют это название, описывающее их группу. Таким образом, они называют себя или ваххабитами, или ахлюль хадис, таблиг, эта партия, та партия. Некоторые из этих групп законны. Их дела и убеждения основаны на Коране и Сунне. Мы не хотим сказать, что они не правы, но мы хотим сказать, что им не следует, даже если они выбрали эти имена, они не должны налагать эти имена на всю умму. Они не должны вешать эти имена на своих братьев-мусульман. Они не должны требовать ни у кого, чтобы те называли себя этими именами, чтобы быть с ними, для того, чтобы сотрудничать с ними, для того, чтобы путешествовать вместе с ними, чтобы учиться у них, чтобы получать от них пользу, или чтобы получить от них уважение. Некоторые из этих групп правильны. Я упомянул. Коран и Сунна. Мы все должны стоять на этом. Мы все должны следовать за первыми 3 поколениями ислама, которые поняли, практиковали и донесли до нас то, что говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, из Корана и Сунны. Еще некоторые мусульмане, называющие себя определенными именами и делающие это сильнее других, это люди нововведений и заблуждений. Они также хотят, чтобы их узнали и следовали за ними. Тем не менее, являются ли эти люди, следующие Корану и Сунне, называющие себя по имени обоснованно, или это нововведенцы и отклонившиеся, они не должны никого заставлять называть себя каким-нибудь именем или сотрудничать с ними. Последнее и самое важное — разделение, вызванное личными отклонениями, неподобающим поведением и невежеством в исламской этике. На что я пытаюсь обратить ваше внимание? Какие виды этого? И одним из этих отклонений являются сплетни. Сплетни. Мы убиваем само имя мусульманин, вот так. Имя, которое исходит с нашего языка. Мусор, мерзость, приходит к нам от того, кого Аллах описал фасиком. Доходит имя, доходит сплетня, доходит история. Мы это не проверяем и говорим, да, это так. Астагфируллах. И до того, как вы узнали, правда это или нет, вы начинаете рассказывать это другому. Ты слышал это? Ты знал об этом? Субханаллах, это правда? И еще до того, как вы узнали, правда это или нет, история совершила путешествие из одного конца Сиднея к другому, а затем от одного конца Австралии до другого, а затем от одного конца планеты до другого. Ведь у нас есть всемирная сеть.
Так что клевета сейчас может распространяться по всему миру. Вы можете кого-нибудь оклеветать утром в Сиднее, и это злословие может достичь самых отдаленных частей света к концу этого дня. Поэтому я спрашиваю вас, если ту клевету, которую вы совершили, это сплетня, является ли она гибатом, клеветой, или же это просто разговоры за спиной? И то, и другое грех. Вы сказали что-нибудь о человеке в его отсутствии, что-то, что ему может не понравиться, хотя это может быть и правдой. Вы не должны были говорить это. Не вам говорить об этом. Или вы сказали что-то о человеке, что является неправдой, что навредит его чувствам, его сердцу, его чести. И вы сказали, и он это сказал, и она это сказала, и они это сказали, и это пересекло весь мир. До того, как вы узнали, правда это или нет, люди порицают этого человека, говоря: «Астагфирлахи, что же ты делаешь?» Я слышал, этот сказал так, или тот сказал то-то и то-то. И к тому времени, как человек проливает свет на происходящее и говорит: «Это неправда», и тот человек, рассказавший ему это, которому это рассказал тот, говорит: «Астагфирла, я не буду это так говорить, это неправда». Как теперь все вернуть это обратно туда, откуда это началось? Как это вернуть обратно туда, откуда это началось? Таким образом, эта сплетня, этот наговор является ложью. И даже если вы извинитесь за то, что вам не следовало бы это говорить, как вы проедете и как вы пронесете это извинение по всему миру, где распространилась эта ложь? Братья и сестры, одно из самых опасных среди мусульман — это то, что исходит с его или с ее языка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы поручитесь мне за две вещи, я гарантирую вам рай». Он сказал: «Поручитесь мне за то, что между вашими губами и между вашими бедрами». «Поручитесь мне за ваш язык». Вот за это он сказал. «И поручитесь за ваши срамные места, и я гарантирую вам рай». О мусульмане! Сплетни, клевета, бойкот, осуждение, критика. В некоторых случаях братья и сестры, которые думают, что у них так много знаний, так много свидетельств, они зашли так далеко. Они находят ошибки и недостатки даже у ученых, обвиняют их в неверии через интернет. В наши дни просто зайдите в интернет, и вы увидите некоторых братьев, которые закончили где-то колледж или университет. Некоторых братьев, которые выучили наизусть некоторые суры из Корана. Некоторых братьев, которые выучили некоторые правила фикха или тафсира. Или братьев, которые сидели с некоторыми учеными. Некоторых братьев, которые прочитали полностью несколько книг. Которые стали праведными в прошлом году или вчера. Которые только что совершили хадж. Или запомнили наизусть некоторые хадисы. Некоторых братьев, которые только научились выговаривать букву «дот». Они выучили несколько красивых слов. Далиль, худжа. Или научились произносить слово «акида» и так далее и тому подобное. И теперь они берут имена ученых прошлого, настоящего, и тех, кто, может, станет ученым в будущем. И как они их называют? Заблудшие и кафиры. Без стыда. Без стыда. Только по интернету. Не в своем городе, но будьте уверены, что это сплетня, это мерзость об ученых и студентах распространится по всему миру. Братья и сестры, нам нужно остановить это. Когда мы слышим это, нам нужно это пресечь. Потому что даже если сегодня мы расходимся с учеными прошлого или настоящего, мы ведь не настолько сильно расходимся с ними, чтобы клеветать на них. Мы не согласны с тем, что они сказали, и на основе уважения мы приводим аргументы насчет того, что нам кажется неверным, в том, что они сказали. Но мы не должны сплетничать, потому что нет пользы от сплетен. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он говорил о своих врагах, он никогда не клеветал на них. Его враги кафиры, но он никогда не клеветал на них. Так что, братья и сестры мусульмане, нам нужно сторониться сплетен, клеветы, бойкотирования друг друга, осуждения друг друга, критики и в некоторых случаях того, чтобы судить о некоторых мусульманах и их лидерах, как о заблудших и кафирах. Те, кто находится в заблуждении, и те, кто действительно являются кафирами, ученые и правоведы, у которых есть понимание и полномочия так говорить, позвольте им это сказать.
вынести хукм, который они бы вынесли в отношении этих людей. И вы, и я, люди, являющиеся обычными мусульманами, мы должны быть очень осторожны в этом вопросе. Эти основные явления способствуют разделению уммы. И я хочу обратить ваше внимание на шаги, которые мы сможем проделать в решении этой плачевной ситуации. Первые шаги, которые мы должны сделать, мы должны читать и размышлять над словами Аллаха, относящимися к единству. Каждый из нас должен читать то, что говорит Аллах. Он говорит: Аллах Свят Он и Велик говорит нам в суре Аль-Байина: Сура Аль-Байина. Поистине мусульмане братья. Прочитайте суру Аль-Анфаль. Прочитайте ее хорошенько. Прочитайте суру Аль-Худжрат. И прочитайте ее хорошо. И посидите с кем-нибудь из обладателей знания, так, чтобы они могли вам объяснить суру Худжрат и суру Аль-Анфаль. Прочитайте их, и вы поймете их хорошо. Второе. Мы должны примерять и декламировать достоверные хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые относятся к поведению и к принципам, усиливающих братство и уважение. Мы должны определить, мы не должны идентифицировать себя или называть себя именами, которые мы навешиваем или навязываем другим. Мы можем попробовать для себя общее понятие. Мы можем называть себя общими именами, не налагая их на других. Да, мы люди Корана и Сунны. Да, мы умма Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Да, мы последователи праведных предков. Да, мы исламская нация. Да, мы такие. И мы должны ослабить использование этнических, политических, идеологических разногласий. Даже когда они обоснованы, они служат больше для разделения, чем для объединения. Когда мы слишком сильно стоим на них. Нам нужно относиться друг к другу с терпением и уважением. Толерантность и уважение — это два разных понятия. Если я отношусь толерантно к тебе, значит, я терплю то, что мне не нравится в тебе. Я терплю это только потому, что ты мусульманин. Вот что мы должны делать. По меньшей мере, уважение — это больше, чем толерантность. Это значит, я уважаю тебя, так как вижу в тебе некоторое благо. Я вижу в тебе пользу. Я вижу в тебе праведность в твоей жизни, в твоей жене, в твоих детях. Следовательно, я хочу сохранить это. Вот что значит уважение. Нам нужно относиться с терпением и уважением друг к другу, даже когда мы сильно не согласны. Я говорю, даже когда мы сильно в чем-то не согласны. Арабская поговорка гласит: мы не относимся неуважительно к нашему врагу, когда он перед нами, и мы не клевещем на него при его отсутствии. Это враг. Мы, некоторые из нас, изменили ее. Мы клевещем на наших братьев и сестер, когда они с нами, то есть мы презираем их, когда они с нами, и мы клевещем на них в их отсутствии. Так что выходит, что арабы в период язычества поступали даже лучше, чем мы сегодня. Мы должны научиться уважать и терпеть друг друга, даже если когда мы сильно не согласны. Мы можем не соглашаться с уважением и достоинством. Я говорю, мы можем не соглашаться. Мы можем сесть, дискутировать друг с другом о понимании Корана, о каких-нибудь хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу каких-нибудь других вопросов. Мы можем сильно дискутировать, но также мы можем закончить обсуждение с уважением и с достоинством. Мы должны уважать всех наших лидеров, наших ученых, студентов, требующих знания. Я говорю, мы оказываем им почтение, так как они обладатели знания. Мы предпочитаем одних другим.
И мы имеем право следовать за одним вместо других. Однако Аллах Свят Он и Велик сказал в Коране: спрашивайте людей зикра. Кто такие люди зикра? Это люди Корана и Сунны. Это ученые, это правоведы. Мы не можем выбрать наших ученых, наших факихов и презирать других. Нет, мы не можем так поступить. Мы должны уважать всех наших лидеров, наших ученых и студентов, требующих знания. Мы должны спрашивать у них, и мы должны побуждать их встречаться друг с другом, советоваться друг с другом, сотрудничать друг с другом. Вот что мы должны делать. Мы должны почитать и уважать их. Но также мы должны настойчиво рекомендовать им и настойчиво советовать им, чтобы они встречались друг с другом, чтобы они советовались друг с другом, что они должны вместе сотрудничать. Мы должны хорошо отзываться друг о друге. Мы должны знать, что когда я встречаю моего брата, и он идет в другую сторону, что никто не должен говорить про меня, что я якобы не хочу видеть своего брата или свою сестру. Мы должны отзываться хорошо друг о друге и защищать честь и достоинство друг друга. Мы не должны попустительствовать и участвовать в злословии и клевете на какого-либо мусульманина. Поэтому мы не должны клеветать и сплетничать, даже про немусульманина. Если мы говорим что-то, мы говорим правду, но мы не злословим, и мы не клевещем. Мы должны молиться и работать на объединение. Я сказал молиться и работать. Это не просто говорить об этом. Молиться за объединение и работать на объединение. Молиться и работать на объединение и любовь между мусульманами. Потому что если есть вера и доверие между мусульманами, то это создает любовь. Но если нет веры и доверия, любовь никогда не придет. Эта любовь должна быть священной. Любовь, которая никогда не разрушится. И любовь, которая никогда не будет скомпрометирована. Мы должны планировать, вкладывать, действовать для идеи, видения, основы глобальной исламской власти и для восстановления халифата. Я сказал, мы должны планировать, мы должны вкладывать. Некоторые люди просто хотят говорить о халифате, но они даже не встают на утреннюю молитву. Хотят говорить о халифате, но они не практикуют Коран в своей жизни. Некоторые люди хотят говорить о халифате, но они не создают, не оберегают нормы братства. Некоторые люди просто говорят о халифате, но они не могут даже позаботиться о собственной семье. Нет и еще раз нет. Мы не должны просто говорить о халифате. Мы должны планировать, вкладывать, отдавать себя этой идее, этой мечте, этому основанию глобальной исламской власти. Да, восстановлению исламского халифата. Мы должны научиться и придерживаться исламскому кодексу лояльности, аль-валя валь-бара. Каждый мусульманин сам должен узнать, что такое аль-валя, любовь ислама между мусульманами, и аль-бара, непричастность к кафирам, к их вероубеждениям и к их принципам. Аль-валя валь-бара, принцип дружбы и непричастности. Аль-валя валь-бара, дружба к мусульманам и непричастность к кафирам. Мы должны изучать его, и мы должны научить этому принципу своей семьи. Потому что если мусульмане не будут знать принцип аль-валя, они не будут знать, по отношению к кому нужно проявлять лояльность. А если они не будут знать принцип аль-бара, они могут впустить в свою миссию тех людей, которых не следует туда впускать. Мы должны изучать и следовать исламскому принципу аль-валя валь-бара. Наша исламская непричастность к кому бы то ни было основана на принципе аль-бара. И наша исламская верность к кому бы то ни было основана на принципе аль-валя. И, наконец, мы постоянно должны делать дуа. Регулярно. И совершать ночное стояние. Тахаджуд. Чтобы наш вклад и наша работа были приняты Аллахом, великим и милостивым. Дорогие братья и сестры, я прошу Аллаха, чтобы Он принял от нас эти малые слова. Мы просим Аллаха, чтобы вред разделения мусульман смог удалиться, и они очистились от него чтением Корана. Мы просим Аллаха,
чтобы разрозненность мусульман смогла быть устранена посредством любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и практика его сунны. Мы просим Аллаха, чтобы Он укрепил сердца наших ученых и факихов. Мы просим Аллаха, чтобы Он укрепил и сделал стойкими стопы студентов, требующих знания, в их поиске знаний и в распространении их среди мусульман. Мы также просим Аллаха, чтобы Он сделал проникновенными и плодотворными для всей земли, которую Он создал, усилия и работу всех проповедников. Мы просим Аллаха, чтобы все мусульмане сделали какой-нибудь вклад там, где они живут, в единство мусульман, чтобы каждый мусульманин внес свой скромный вклад, чтобы устранить эти проблемы разделенности из их сердец, из их умов, из их общин, из их семей и из нашей уммы. Мы просим Аллаха быть свидетелем того, что мы говорим эти слова, и мы просим Аллаха, чтобы благо этих слов пошло на пользу говорящему до того, как оно принесет пользу другим. С этими мольбами мы взываем к Аллаху и говорим: мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Итак, ассаламу алейкум. Как вы думаете, почему христиане обладают более сильной уммой, любовью и искренностью друг к другу, а мусульмане хоть и говорят постоянно о нравственности и моральных ценностей, но все же мы слабее, чем христиане? Знаете, я бы не хотел говорить, что мы слабее кого бы то ни было. Мы не слабая умма, и я никогда не говорил что-нибудь подобное. Другие люди, имеющие собственные общности, слабее, чем мы. Но в свете того, что у нас есть Коран, в свете того, что у нас есть сунна, в свете того, что у нас есть факт в истории, что был пример глобальной уммы, факт того, что Аллах называет нас братьями, факт того, что мы имеем прецедент Корана и Сунны, и что мы имеем пример пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, все это искажается. Наша разрозненность делает все это искаженным. Еще я хотел бы вам сказать, я никогда не утверждал, что мы слабее кого-либо. Я не говорил об этом. Я сказал, что мы разделены. Именно разделенность и делает нас слабыми. Но не то, что мы мусульмане. Не то, что мы умма Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы умма Корана. И потому что мы связаны с Кораном, мы на самом деле могущественные люди. Но даже самые сильные люди, если они разделены в своих стремлениях, в своей основе, их может победить любой. И если вы сами, например, проверите, будете путешествовать по миру, будете разговаривать с христианами, вы обнаружите, что многие христиане на самом деле не любят других христиан. Но когда дело касается мусульман, кажется, что все они вместе. Сестра спрашивает: ассаламу алейкум. Я очень заинтересована в покупке исламского бизнеса. И прошу ради Аллаха, я узнала, что есть другие мусульмане, которые проявляют интерес к его покупке. Вы упомянули о перебивании торговли мусульманину. Каков на самом деле исламский договор? Ну что же, бизнес — это немножко другое. Это значит, что если, например, есть дом или дело, которым бы вы хотели обладать, но вы знаете, что другой мусульманин уже предложил свою цену на него, то принцип здесь такой, что вы не предлагаете свою цену в отношении того, на что уже сделал предложение другой брат. Если, конечно, это не аукцион. Если аукцион, то мы можем это сделать. Потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сделал, и есть достоверный хадис, где он поднял вещь, спрашивая у людей, кто мне даст столько-то динаров или столько-то дирхамов за это. И когда кто-то сказал 1 или 2, он сказал, кто даст мне больше, и так далее. Поэтому перебивание в данном случае отличается. Что же касается данного случая, то это не аукцион. Мусульманин хочет это. И вы знаете, что он это хочет. Он изъявил свое желание до того, как вы это сделали. Так что если они это хотят, если они этого желают, и они заявили о своем желании до тебя, как мусульманин, вы говорите, пожалуйста, пусть берут это. Но в то же самое время, если человек, владеющий этим, говорит, они мне предложили эту сумму, а я хочу несколько больше этого,
Вам следует посмотреть, заплатят ли они больше. Если они не заплатят, то вы имеете право сказать: брат или сестра, люди хотят еще $10 тысяч за этот бизнес. И вы им заплатите. Если нет, то я могу заплатить за это. Или вы можете подумать и стать соучастником в покупке. Если же нет, то позвольте им использовать все их средства. Если они не смогут этого сделать, тогда вы придете после них и сделаете это, иншаллах. Я думаю, это самый приемлемый способ. Ассаляму алейкум. Каково ваше мнение о новых исламских группах, образующихся в Сиднее? Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Я не был в Сиднее очень долго. Все, что я хочу вам сказать, сестра, это то, что вы не найдете новые группы в Сиднее, которые сильно отличаются от новых исламских групп во всем мире. Они не совсем новые. Это феномен, который мы должны понять, к которому мы должны относиться с терпением. Факт появления новых групп не значит, что что-то не так. Я здесь не обсуждаю вопрос о появлении новизны. Почему не может быть новая мечеть? Новая школа, новая библиотека, новое кладбище, новый бизнес. Почему не может быть что-то новое? В этом нет ничего плохого. Здесь проблема. Здесь проблема в том, что старое и новое мы должны соединить вместе и сделать одну группу. Это то, что мы не пытаемся сделать. Если, к примеру, есть 115 мечетей, организаций, школ или что-нибудь подобное, почему не может быть централизованного управления? Центральной основы. Если в Сиднее, в Австралии есть 50 имамов, лидеров, почему бы не создать конгресс лидеров? Почему бы им не прийти всем вместе в один день в зал, как этот, или в какой-нибудь маленький, и затем выяснить, кто из них самый знающий в Коране и Сунне? И если бы мы предоставили им всем деньги, заплатим им всем $1000, заплатим за отель или за помещение, скажем им: шейхи, вы все, мы заплатим вам $1000, оставайтесь здесь на 3 дня. Поговорите друг с другом. Узнайте, кто из вас больше знает Коран и Сунну, и он будет президентом. Узнайте, кто самый старший. Выясните, кто готов делать что-нибудь. Посмотрите, кто из вас может выбрать амира. Если они не хотят называть его амиром, пусть называют его координатором. Посмотрите, сможете ли вы выбрать координатора среди вас, хотя бы на 1 год или на 2 года. Не будет ли это успехом? Если большинство лидеров в этом городе не соберутся вместе на 3 дня, поговорят, покушают, поспят, помолятся вместе. И более того, они поговорят, назначат друг друга, пока один из них не будет избран координатором имамов Сиднея. Разве это будет не здорово? Даже если это не приведет ни к каким действиям. Даже если мы будем знать, что они просто собрались вместе и выбрали одного из них координатором маджлиса Сиднея. Не 3, не 4 разных маджлиса. Но все лидеры собрались вместе и выбрали главу Сиднея, координатора, и сказали: шейх только на 1 год, только лишь 1 год глава, и в следующем году другой. Потому что, возможно, они не изберут кого-нибудь другого на срок более 1 или 2 лет. Но если они сделают так, то, альхамдулилля, это будет движение в правильном направлении. И мы должны помолиться за это. В общем, все мы здесь говорим о единстве мусульман. Не в том смысле, старые они или новые. Сестра задает вопрос: шейх, я не хочу быть педантичной. Какое красивое слово. Но вы прочитали аят Корана, сказав, что он из суры Байина. Я полностью не уверена, что этот аят из этой суры. А из какой же это суры? Простите? Разве это не из суры Байина? О, джазак Аллаху хайран. Вы не педантична, сестра. Вы, наоборот, правильно все сделали. Это из суры Баляд. Джазак Аллаху хайран, ахи. Так, пожалуй, мы на этом и закончим. Спасибо вам. Так как Умар ибн Хаттаб даже говорил: я ошибся, а женщина права. А я даже не Умар. Джазак Аллаху хайран, сестра. Делал все, что делаем вы и я. А по ночам выстаивал молитвы
по 4 и 5 часов подряд. А на следующий день сражался в битвах, выстраивал армии, давал наставления и приказы, разъяснял Коран, улучшал нравственность людей. Как мог человек делать все это и при этом выстаивать по 4 или 5 часов в молитвах за всю ночь? Каким же должен быть человек, чтобы делать все это? Позвольте мне вам рассказать, что после того, как Христофор Колумб вернулся и закрепил эту землю для короля Фердинанда и королевы Изабеллы, они отправили туда еще больше кораблей. И в течение 150 лет они дестабилизировали, унизили, убили, ликвидировали, уничтожили 89 миллионов коренных индейцев, как они их называли, чтобы контролировать то, что они называли новым миром. Так, у нас уже есть 56, 89. Давайте посчитаем все цифры. Сколько? 487 миллионов. Это почти 500 миллиарда человек. Они никогда не назовут все эти действия, весь этот беспредел, все это беззаконие, все эти вторжения, криминал, оккупацию, дестабилизацию, убийство и насилие, преступления против человечества, они никогда не назовут их как? Терроризм. Это невероятно. Как понятие может быть навязано миру, у которого широко открыты глаза? И во все времена люди ходят в церковь, читают Библию, разговаривают со своими священниками, их лидерами, между собой, вокруг обеденного стола, молятся Богу с открытыми или закрытыми глазами и не понимая при этом Троицу, но соглашаясь с ней, что это просто мистика, которая не поддается объяснению. Позиция ислама относительно этого – это то, что в общем, роль мужчины – это защищать. В общем, по большей части защищать, представлять. Как, например, вы никогда в истории не услышали бы, что одна страна идет с войной на другую страну, посылая против нее только женщин. Такого не было. И в этом есть причина. Учитывая полную свободу, Америка все же посылает женские отряды, так как в основном, отвечая на вопрос этой леди, они равны перед Богом, но они не одинаковы. И если здесь пробежит крыса, то женщина сразу сделает вот так. А мужчина сделает вот так. Но ведь так же. Неужели вы думаете, что если он совершит утреннюю молитву, он перестанет планировать ограбить банк? Или мужчина звонит женщине, или женщина звонит мужчине, они хотят встретиться. Итак, когда мы встретимся? До обеда или после обеда? Лучше в обед. Хотя нет, подожди, ведь полуденная молитва. Ну хорошо. Давай перед тем, как все это сделаем, сначала помолимся. Так что ли? Хорошо, помолились. Надо увидеться. У тебя или у меня? Нет, к тебе очень долго ехать, потому что уже время послеобеденной молитвы. Совершили молитву, увиделись у тебя дома. Что будем делать? Что-нибудь выпьем, проведем время. Ой, а уже время вечерней молитвы. Да не бывает так. Весь смысл молитвы, как сказано в Коране, воистину молитва – это защита и поддержка против плохих поступков, которые совершает человек. И в один день она проснулась, и она одевает никаб.
и покрывается полностью. Больше никакой помады. Больше никаких духов. Она больше не общается с мужчинами и больше не работает, так как она понимает, чтобы сохранить свою честь, сохранить себя, она остается дома и присматривает за ним. И ее муж говорит: что с тобой? Она отвечает: вчера я прочитала аят из Корана и прочитала хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это заставило меня плакать и думать о моей религии. И я больше не хочу так жить. И он отвечает ей: тогда ты мне больше не нужна. Ты стала экстремисткой. И вот она уже стала чуждой. Хвала Аллаху. Если он бросит ее, мы просим Аллаха даровать ей такого же чуждого. Соседи мусульмане, мусульмане-сотрудники, мусульмане-коллеги по работе. Это именно те люди, которые блокируют путь для людей к пониманию ислама. Потому что люди запутались, и они в замешательстве от таких мусульман и их ислама. И часть из нас, раскрывая это сокровище, неподобающим образом, иногда сбивает с прямого пути и мусульман. И сейчас это сокровище открыто, ясное и чистое, без примесей, для каждого, кто его хочет видеть. И я спрашиваю, любого из немусульман, который сидит здесь, этим вечером, я хотел бы поделиться с вами этим сокровищем. إلا الله